Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. После подрыва затора на реке Алдан вода у населенных пунктов продолжает падать. Алроса теперь поможет Чернышевскому рыбзаводу выращивать не только осетра, но и чира. Мемориальный комплекс воинов-якутян, сражавшихся на озере Ильмень, встретил юбилей Победы обновленным. Трагедией закончился выезд на охоту 3 жителей Нерюнгри. 2 из них утонули в реке Тимптон. По словам очевидца, 3 охотников, навесив на себя патронташи и оружие, без спасательных жилетов, на резиновой лодке грузоподъемностью до 200 килограммов пытались переправиться через горную реку Тимптон. Охотники не смогли причалить к противоположному берегу. Лодку стало сносить. Люди пытались схватиться за кусты, в результате чего лодка перевернулась. На берег выбрался только один из охотников. Спасатели обнаружили одну жертву в более чем километре от места ЧП. Поиски 2-го охотника продолжаются. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Кобяйского района Якутии. По последним сводкам, уровень воды в районе Сангар 872 сантиметра при критических 11,5 метрах. Ледоход редкий. Динамика за 4 часа составила плюс 15 сантиметров. На реке Алдан в районе Верхоянского перевоза уровень воды 933 сантиметра. Ледоход средний. За 4 часа вода там упала на 76 сантиметров. Что касается паводковой ситуации, то она сегодня стабильная. Ледоход на Лени уже в 100 километрах ниже поселка Сангар. Сегодня мы ожидаем выхода Алдана уже в устье. Вчера после проведенных взрывов в районе Дыгдала затор был прорван. Сегодня уже идет снижение и по Черектаю, и по Дыгдалу уровней воды. Поэтому мы здесь тоже серьезных проблем уже сегодня не видим. На северных реках обстановка следующая. На реке Колыме у поселка Зырянка 613 сантиметров при 770 критических. За 4 часа вода там упала на 1 сантиметр. Ледоход редкий. В районе же Среднеколымска уровень воды 820 сантиметров при 12 метрах критических. За 4 часа вода поднялась на 92 сантиметра. Ледоход густой. Особое наше внимание на наши северные реки, в первую очередь на Колыму. Там ледоход пока проходит штатно, он уже в 100 километрах ниже поселка Зырянка, и по Зырянке уже уровни гораздо ниже критических. По Среднеколымску уже начинаются подвижки льда. Мы ждем, что ледоход по Среднеколымску начнется где-то на 5-6 дней раньше сроков, 22-21 мая. К другим темам. В одном из жилых домов Ленска провалился грунт, образовав 3-метровую яму. Инцидент произошел по адресу Орджоникидзе, 14. В социальных сетях появилась фотография с места происшествия. Горожане начали высказывать разные предположения о причинах ее появления. Объяснения дали в городской администрации. В этом месте в 80-х годах был вкопан септик для многоквартирных домов. И когда канализационную систему подключили к коллекторной сети, этот септик не был утилизирован. Ущерба имуществу граждан не нанесено, пострадавших нет. Коммунальщики уже приступили к ликвидации аварии. Значит, нами было принято решение оградить все это дело. Также, так как мы, как управляющая компания, не имеем собственной песчано-гравийной смеси, мы заказали автомобиль большегрузный Volvo, значит, для того, чтобы ликвидировать этот провал. На сегодняшний момент ожидаем загрузки автомобиля. Как автомобиль загрузится, мы его сопроводим и устраним данный провал. По количеству тестов на коронавирус на 100 тысяч человек Якутия входит в число лидеров по России. Об этом глава региона А.С.Н. Николаев заявил сегодня во время ежедневного брифинга по эпидобстановке. За сутки было взято и обработано свыше 3000 анализов. Напомню, что по последним данным в регионе за сутки выявлено 45 больных COVID-19. 1 человек скончался, 31 пациент выписан из больниц после полного выздоровления. По количеству тестов на 100 тысяч населения республика твердо входит в число лидеров по Российской Федерации. Это как раз позволяет нам выявлять максимальное количество положительных анализов именно на первоначальной стадии, когда человек еще бессимптомно переносит это заболевание, и, соответственно, амбулаторное лечение помогает человеку практически безболезненно проходить эту болезнь.
В России полным ходом идет весенняя призывная кампания. Из Якутии в этот военный сезон должны отправиться около 1200 новобранцев. Однако все чаще в адреса военных комиссаров приходят обращения от родителей призывников, которые отказываются отдавать сыновей на военную службу, опасаясь заражения коронавирусной инфекцией. Как на республиканском сборном пункте борются с распространением инфекции и как идет работа по призыву, узнавал наш корреспондент. После посещения городских и районных военкоматов призывники доставляются на республиканский сборный пункт, где их распределяют по войскам и готовят к отправке в воинские части. Но в этом году появился еще один промежуточный этап призыва – проверка призывников на коронавирус. Оборудован пункт временного содержания призывников, так называемый изолятор, на базе Республиканской специальной коррекционной школы-интерната для неслышащих обучающихся. Призывники, прибывающие из военных комиссариатов, муниципальных образований, в первую очередь поступают в изолятор, где они проходят тестирование на выявление коронавирусной инфекции. И после того, как будут получены отрицательные результаты на выявление этого заболевания, призывники направляются на сборный пункт. В помещении пункта временного содержания действует обязательный масочный режим. Призывники сдают верхнюю одежду, измеряют температуру и проходят тестирование. Все это, конечно же, с соблюдением социальной дистанции. В случае выявления новобранца коронавируса он помещается в изолятор, где будет ждать прибытия бригады скорой помощи. Мы прибыли в изолятор вечером. Нас поселили на второй этаж, дали спальные места. Тут ведется масочный режим. Нас проверили медицинские работники, взяли анализы. Сейчас я понимаю, что здесь отличное изолированное место именно от коронавируса. Приняты все меры по осторожности от заражения этой инфекции. Все тут относятся к нам хорошо, военные, врачи. После изолятора призывников направляют на сборный пункт, где они проходят обследование профессионально-психологического отбора, проходят дактилоскопическую регистрацию. Также идет распределение по родам войск, исходя из чего новобранцам выдается военная форма. Первые самолеты с новобранцами отправятся из Якутска уже 23 мая. Хотел бы попросить родителей призывников не препятствовать прибытию своих сыновей на призывные комиссии в военные комиссариаты, а способствовать исполнению воинской обязанности и воинского долга перед Отечеством. В весенний призыв планируется направить войска Восточного военного округа более 9000 новобранцев. Из Якутии весенний призыв будет охвачено порядка 1200 призывников. Отметим, что экспресс-тест на коронавирус пройдут все призывники Восточного военного округа. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник будет допущен на сборный пункт. Пожилые россияне могут продлить больничные до конца месяца. Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные листки временной нетрудоспособности сроком действия до 29 мая. Изменения в правила внесло правительство России. Расчет пособия проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за 2 года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 70 тысяч рублей в месяц. Такое уточнение дали в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования по Якутии. Алроса помогает Чернышевскому рыбзаводу выращивать ценные породы рыб. Благодаря финансовой поддержке компании предприятие закупило новое оборудование, и с 2018 года там начали разводить осетран. А теперь занялись еще и чиром. Роман Муконин продолжит тему. Чернышевский рыбзавод – это роддом, ясли и детский сад для рыб одновременно. Здесь разводят икру, растят мальков и молоть в максимально комфортных условиях. За своими подопечными специалисты следят как за собственными детьми. Даже незначительные изменения в параметрах среды минимум приведут к остановке роста, максимум – к гибели. Особое внимание на предприятии уделяют осетрам. Их планируют разводить для продажи. У нас 4 смены рыбоводов на заводе, которые друг друга меняют. Этот процесс не останавливается, потому что за уходом, значит, нужен круглосуточный уход, чтобы следить кислород, чтобы давление воды было постоянным, чтобы температура была тоже постоянной, без скачков, без всяких. Ну, это отборка икры, самое главное тоже, потому что если мертвую икру не отбирать, она поражает живую икру. В 2017 году рыбзавод ждали кардинальные изменения.
По оснащению предприятие теперь не уступает ведущим рыбоводческим хозяйствам России. Все потому, что переняли их технологию разведения. Большую роль в этом сыграл экологический центр «Алроса». Чернышевский рыбохозяйственный завод был авансировано порядка 6 миллионов рублей. На эти деньги было приобретено оборудование, соответствующие посадочные места, то есть приобретены там корма, инвентарь, то есть и проведено отбор маточного стада. И я рада, что как главная колокомпания, о том, что те ресурсы, которые компания направляет в Чернышевский рыбохозяйственный завод, находят свое целевое назначение. А второе, наверное, просто ряда как жители города Мирного о том, что мы делаем действительно хорошее, доброе дело. С увеличением полезных площадей на заводе, где ставят новые ванны для разведения мальков, «Алроса» поэтапно начала наращивать объемы зарыбления рек Якутии. Если в 2019 году выпустили 3,5 миллиона особей, то на этот запланировано уже 4 миллиона. В этом году компания «Алроса» у нас закупает осетра, вчера, ряпушку, пелень. И с подачи тоже экологического центра компании «Алроса» у нас расширяется география. В этом году в городе Ленске будет проходить зарыбление ряпушкой. На реке Вилюй в районе поселка Крестях предварительно будет зарыбление чером и осетром. Будет производиться зарыбление Вилюйского Светлинского водохранилища и озеро Темир-Кунде. Теперь готовится долгосрочная программа поддержки и развития рыбзавода на уровне правительства Якутии. Это будет трехстороннее соглашение между Министерством экологии, Всероссийским институтом рыбного хозяйства и «Алроса». Компания выступит инвестором проекта, чтобы с помощью ученых обосновать разведение тех или иных видов ресурсов. Это не только увеличит количество рыбы в реках республики, но и разнообразит их. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». 19 мая 2000 года в Новгородской области был установлен мемориальный комплекс воинов-якутян в годы Великой Отечественной войны, сражавшихся на озере Ильмень. Этот 20-летний рубеж памятник переступает обновленным. Постоянное представительство республики к 75-летию Победы завершило ремонтно-восстановительные работы. Как преобразился мемориальный комплекс, узнаем из материала Айсены Бурнашовой. Памятная плита с именами якутских солдат, гранитный обелиск в виде урасы. Этот мемориальный комплекс был установлен ровно 20 лет назад в память о якутских лыжниках, трагически погибших на озере Ильмень. К этому памятному ансамблю теперь присоединилась еще одна табличка. Ее установили прямо на входе в комплекс. Когда приходишь на памятник, да, оказывается, никто не знает, а кто автор, да, сама идея. И вот здесь, на этой табличке, мы все изложили, да, что памятник установлен 19 мая 2000 года решением Михаила Ефимовича, да, по инициативе народного писателя Игоря Петровича Неимохова, автор Савин. Что касается самого мемориального комплекса, то теперь здесь появились аккуратные дорожки и новый бордюрный камень. Треснувшую мраморную плитку строители сменили на новую. Изгородь полностью покрасили. Звезды в красный, решетки в лаконичный черный цвет. Ремонт коснулся и лестницы, ведущей к озеру. Ее укрепили. В юбилейный год Победы было принято решение подойти к этому празднику, подготовившись. Был проведен тоже конкурс. Обговорили все с подрядчиком, ну и вот эти работы к юбилею были завершены. Можно их назвать немножко более глубже, чем косметические, потому что там некоторая реконструкция произошла, но саму идеологию памятника, конечно же, мы не меняли. 23 февраля 1943 года у деревни Устрика оборвались жизни якутских лыжников, воевавших в составе 19-й и 3-й лыжных бригад. В рамках операции «Полярная звезда» бойцы должны были пересечь Ильмень и освободить новгородские земли. Но враг настиг их прямо на озере. Тогда под шквальным огнем фашистов погибли около 600 солдат. Почтить их память в мемориальный комплекс каждый год приезжают делегации из Якутии. Это священное место, конечно, это дань памяти. Самое главное на сегодняшний день, я считаю, что эту память нужно передавать молодым поколениям. И было приятно видеть, что большинство жителей, старожил этой деревни, они вышли и тоже приняли участие. Для них это тоже память, потому что все плечом к плечу воевали, оборонялись.
Айсена Барнашова, Джур Березкин, Санкт-Петербург, Новгородская область. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.